эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. 70-летний ветеран труда сообщил полицейским, что на его мобильный поступил звонок. Звонящий мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что какие-то мошенники получили доступ к его счету и уже сняли 180 тысяч. Лжесотрудник банка попросил пенсионера о переводе $1 миллион рублей на два разных счета по 500 тысяч на каждый. Пенсионер растерялся и сообщил, что для этого ему необходимо поехать в банк, ведь всякого рода онлайн-операциями он не владеет. Мошенник цинично попросил пожилого человека поторопиться и даже вызвал для него такси, заверив, что все расходы на проезд банк ему компенсирует. Уже в банке пенсионеру поступил следующий телефонный звонок. Ему продиктовали реквизиты счетов, на которые он должен был сделать переводы. Ветеран сделал все, что ему велели. Мошенник, увидев, что пожилой человек попался на удочку, попросил сообщить ему номер договора, заключенного с другим коммерческим банком. Как оказалось, мошенники каким-то образом узнали, что пенсионер хранил там другие свои сбережения еще с 90-х годов. Об этом вкладе, кроме жены потерпевшего, никто не знал. Тут ветеран засомневался и стал задавать вопросы, на что мошенники стали шантажировать его тем, что если он не назовет номер договора, то банк не вернет ему $1 миллион рублей. Только тогда пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время полицией начата проверка. Устанавливаются личности, на счета которых были переведены деньги. В Якутске сотрудники Росгвардии во время патрулирования заинтересовались припаркованной в лесном массиве на окраине города машине. Находившиеся в салоне молодые люди, увидев сотрудников в форме, заметно занервничали. Росгвардейцы остановились для проверки документов и заметили в салоне приспособление для употребления наркотических средств. Мужчины сознались, что имеют при себе запрещенное вещество. На место был вызван сотрудник отдела наркоконтроля столичной полиции. В ходе досмотра у задержанных было обнаружено и изъято наркотическое вещество «Спайс» весом более полуграмма. Для дальнейшего разбирательства подозреваемые 36 и 38-летние жители Якутска доставлены в отдел полиции. Прокуратура Черепчинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя села Орлах. Он признан виновным в убийстве. В судебном заседании установлено, что в середине января 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с матерью в связи с ее упреками в том, что он не работает и злоупотребляет спиртными напитками, нанес ей ножом ранение грудной клетки и брюшной полости. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. В суде подсудимый всю вину признал. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. А в Булунском районе на скамью подсудимых сел лжесвидетель. Мужчина проходил свидетелем по делу о незаконном проникновении в жилище. Будучи предупрежденным об ответственности за отдачу ложных показаний, он заявил, что подозреваемый не совершал преступления. Когда же на суде были представлены неоспоримые доказательства, свидетель сам оказался на скамье подсудимых. Приговором Булунского районного суда он признан виновным и получил наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил. Двое неизвестных в масках совершили попытку ограбления в Институте мерзлотоведения. Целью преступников стал банкомат, установленный в основном корпусе учреждения. Злоумышленники вошли в здание через главный вход основного корпуса. При этом они несли с собой 2 коробки. Проникнув в помещение, они распылили газовый баллончик в лицо женщины, которая находилась на посту охраны. Затем преступники занялись банкоматом, но на шум подоспела еще одна сотрудница, которая в этот день занималась уборкой помещения. Она спустилась со 2-го этажа, и грабители тоже брызнули ей в лицо из баллончика. После этого неизвестные скрылись. По предварительным данным, деньги им взять не удалось, банкомат внешне пострадал незначительно. Оторвана только накладка от купюроприемника. Участники международного экологического движения в понедельник начали масштабную протестную акцию с требованием к правительствам разных стран признать проблему климатических изменений и предпринять решительные действия. Подробности рассказывает Елена Островская. Гражданское сопротивление бездействию властей. Участники экологического движения Extinction Rebellion в понедельник начали массовые акции в десятках городов в разных странах. Цель – заставить правительство признать, что планета находится на грани экологического коллапса, ввести по всему миру чрезвычайное климатическое положение и радикально сократить выбросы диоксида углерода к 2025 году. Джейк Линч участвовал в одной из лондонских акций.
Прошло уже 5 месяцев с момента, как британское правительство объявило о чрезвычайной ситуации с климатом, но с тех пор не было экстренно принято никакого законодательства для решения проблемы. Мы все еще подпитываем добычу ископаемого топлива больше, чем любая другая европейская страна. Выбросы диоксида углерода по-прежнему растут. Мир движется в ровно противоположном направлении от цели. Мы в Extinction Rebellion хотим, чтобы это перестало быть нормой, пока это не привело нас к катастрофе. Демонстранты перекрывали движение, усаживались посреди проезжей части в разных районах, устанавливали палатки и даже приклеивали себя к асфальту. Именно так сделала вот эта группа активистов в Лондоне. В британской столице протестующие заблокировали различные транспортные артерии, в частности, Вестминстерский мост, многие улицы в районе правительственного квартала, а также другие дороги, мосты и площади. Представители правоохранительных органов сообщили о задержании примерно 135 человек. Всего в полицейских отделениях разных городов мира оказались больше 1000 демонстрантов. Протесты прошли в Берлине, Амстердаме, Вене, Сиднее, Веллингтоне и других крупных городах. Основанное в Британии экологическое движение Extinction Rebellion обещает, что акции гражданского неповиновения будут продолжаться в ближайшие недели, если власти не прислушаются к людям. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.